канала. Сегодня у нас такая вот персональная, так сказать, как сказал Аслан, передача о том, чтобы рассказать, как вот происходило все поэтапно, скажем так, что было. Скажем, все началось с того, что в 1990 году Советский Союз издал 3 закона в апреле месяце, согласно которым все автономные республики Советского Союза, они получали статус союзных республик. А этих автономных республик 20 было. Кроме этого, предыдущий я раньше рассказывал, все это было связано с тем, что была идея, лозунг перестройка, гласность и демократия. На этой основе было основано все вот то, что происходило тогда. После того, как вот было принято этих 3 закона, республики, которые находились в Советском Союзе, а их уже стало 35, и надо запомнить, что 3 республики, которые были в составе Советского Союза, балтийские, это Литва, Латвия и Эстония, их признал Советский Союз независимыми государствами, и осталось 32 республики. Теперь после этого, как вот понимаете, было направление на то, чтобы изменить статус республик Советского Союза. Эти законы были приняты еще для того, чтобы изменить саму структуру Советского Союза. У нас был Союз Советских Социалистических Республик раньше. Теперь планировалось его преобразовать и сделать его Союз Советских суверенных республик. То есть суверенные государства должны были войти в этот новый союз. Был проект этого вот нового договора, который должны были подписать республики 20 августа 1991 года. Но после это примерно тогда говорилось, примерно через год это планировалось. Шли большие дебаты, и вот это вот все как бы, значит, начало продвигаться. И в республиках, разных республиках эти декларации принимались. Для чего они принимались? Они принимались для того, потому что раньше же были республики в составе этой Советской империи, теперь как бы, значит, преобразовалась и новый свой статус подтверждая, эти республики принимали декларации о намерениях, какие будут в будущем составе СССР, то есть новой, значит, стране. Вот я не буду сейчас говорить о тех декларациях, которые приняли, скажем, в других республиках, там, скажем, Украина, Белоруссия, Казахстан и другие. Я буду говорить только о тех, которые были тогда в составе РСФСР, и самой РСФСР, и Чеченской республики, в первую очередь Чеченской республики. Так вот, когда, значит, эти законы были приняты, сама Российская Федерация России, РСФСР, приняла декларацию свою, в которой она, значит, заявила, что они являются республикой, и что этой республики законы, которые будут в Советском Союзе и которые есть, если они будут противоречить законам, допустим, РСФСР, то законы РСФСР будут выше, чем закон СССР. То есть это уже была заложена мина для того, чтобы вот так вот противодействовать становлению нового изменения Советского Союза, новых преобразований. Вот для этого как раз вот эта ельцинская команда уже тогда начала вот эти все дела, как бы, значит, творить. Ну, республики принимали, которые были в составе РСФСР,
они уже Советским Союзом, потому что были преобразованы в союзные республики. То есть они стали союзными республиками. Это важно, чтобы знали, потому что сегодня русские все РСФСР говорят, что эти республики вышли из России, РСФСР. Нет, они не из РСФСР не выходили, они были в бытность Советского Союза в составе, допустим, обозначены в составе РСФСР, как автономии. Но законом СССР они были преобразованы по статусу наравне с другими союзными республиками этими апрельскими 3 законами. Вот что я хочу сказать, чтобы мы знали. После того, как это преобразовалось, естественное преобразование СССР и вот эти вот ситуации привело к тому, что республики стали принимать декларации в республике. Многие республики РСФСР, бывшие, принимали декларации, и они намеревались тогда с планом подписать новый союзный договор, который должен был состояться 20 августа 1991 года. Так планировалось. До этого в Советском Союзе был проведен референдум о сохранении территориальной целостности СССР, территории. Вот новое государство, которое будет, чтобы территория сохранилась. Вот это было тоже принято. Был 17 марта 90 года был этот референдум проведен в СССР. И вот эти вот процедуры пошли, и противоречия вот усилились между Ельциным и, скажем, Горбачевым, так скажем. Ельцин стремился остаться у власти, потому что он хотел сохранить территорию РСФСР, несмотря на то, что СССР сам преобразовывался. Почему? В РСФСР было около 16 автономных республик, и они все были выведены, они были в Советском Союзе, но они были выведены из РСФСР, и они стали союзной республикой, как я сказал. Более того, я хочу сказать, чтобы все мы понимали, что республики, которые находились в составе СССР, автономные или союзные, они являлись, в основном все, большинство являлись республиками, государствами, которые не были членами Организации Объединенных Наций, так это квалифицируется. А в Советском Союзе только Белоруссия, СССР и Украина, они были членами Организации Объединенных Наций. Вот, будучи в Советском Союзе, они так принимали там решения, участвовали. То есть это были республики, это были государства. И вот когда эти автономные республики начали принимать тоже свои декларации о создании нового, как говорится, Советского Союза, который должен был подписан в условное время, как я сказал, то Чеченская республика, тогда была Чечено-Ингушская республика, она тоже принимала свою декларацию власть, но кроме принятия власти этой декларации, чеченский народ до принятия этого провел свой референдум, общенациональный съезд чеченского народа. Это был традиционный съезд и референдум нашего народа, веками, который мы проводили, наш народ проводил. И на этом общенациональном съезде, который прошел с 23 по 25 ноября 1990 года, было принято решение о создании своего суверенного государства. Вот так было принято. Это было, значит, 25 ноября, а через день, 26 ноября, Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики тоже принял декларацию, в которой, ну, скажем, повторил то же самое, но другими словами, что Чечено-Ингушская Республика является суверенным государством. Вот так вот. И там еще ставился даже вопрос, что не будет подписываться этот
договор, который планируется подписать новый, если, скажем, верховная власть СССР не решит ингушский вопрос, отторгнутую территорию после высылки ингушского народа, как и чеченского. Вот так стоял вопрос тогда. И принятие этого вот декларации нашей, почему приняли декларацию общенационального съезда чеченского народа, потому что мы наблюдали за тем, что происходило в Советском Союзе, вот процесс всего этого. Были разные там движения, разные противоречия, а декларация РСФСР, я сказал, вообще противоречила тому, что она как бы, значит, уступала отдельным там государствам как бы, и что его законы, мол, выше, чем это закон СССР. Находясь в составе СССР, РСФСР не имела права это делать ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения законов СССР. Ведь это СССР создавался союзом этих республик, потом увеличил эти союзные республики, и, как я сказал, они были увеличены в апреле 90-го года до 20 автономных республик были преобразованы, как я говорю. Вот такая ситуация случилась, и наш тогда народ, когда увидев это, мы заявили, что мы создаем свое государство. Наши лидеры понимали, и народ понимал, что что-то происходит в этой драчке, извините меня за выражение, то есть верховная власть СССР так говорит, хочет сделать там перестройку, гласность и демократию, а это власть, которая там начинает спорить. Естественно, мы приняли независимую такую линию и приняли, что создаем свое государство, декларацию. И тогда, когда это произошло, через некоторое время, в марте, как я сказал, в марте 91 года был проведен референдум о единстве этой территории. А в августе должны были подписать этот союзный договор, который должен был подписать все эти республики. Мы же, которые создали вот таким образом свою декларацию, приняли и на уровне, скажем, общенационального съезда чеченского народа, и на уровне Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. Там отдельно это так вот было. И вот после того, как это все вот так вот преобразования произошли, мы понимали, что в случае вот этих расхождений и вот этих споров между этими, скажем, большими республиками и Советским Союзом, что мы можем оказаться еще в худшем положении, и поэтому на всякий случай, не то что прямо было принято такое решение, что мы создаем свое государство суверенное. Но в то же время наши люди понимали, и политики, и наши люди говорили, что тогда лидеры, что создать свое государство, это важно очень, может любой народ мира в соответствии с международным правом. Но там есть разные, значит, условия, но даже выполнение всех условий, если создать это государство не позволит, скажем, страна, в которой этот народ находится, или эта территория, если она не позволит, то это не будет позволено в соответствии с международным правом. И если они будут этого добиваться, не следуя это, то их называют сепаратистами. То есть они незаконно пытаются отторгнуть, не согласовав это решение с действующей власти. Вот такая вот ситуация в международном праве. Поэтому мы создали вот такое вот свое государство, будучи в составе Советского Союза. То есть у нас произошло, что мы избрали власть 27 октября 90-го года была избрана власть, изменена, значит, власть была, и был избран президент, парламент, герб, флаг, органы местного самоуправления и остальные все структуры власти, кабинет министров и все остальное работало, парламент действовал.
Таким образом, мы, находясь в составе СССР, уже тогда действовали как независимое государство, хотя мы были и не признаны международным сообществом, не могли нас признать, потому что вот это условие было. И вот когда в 1991 году, как и мы предполагали, прозорливо наши лидеры, Советский Союз, эти люди, эти коммунисты в споре за это развалили этот союз. Одни хотели преобразовать ее, сделать демократической страной, другие не хотели этого. Значит, Ельцин был здесь как бы, значит, ведущим, противился этому состоянию. И когда Советский Союз развалили, то в это время на международной арене из Советского Союза вышло 32 республики. 32 республики. Но, что примечательно, только, значит, Чеченская республика из бывших, скажем, автономных республик, которые были преобразованы в союзы республики, она только признала и приняла декларацию и приняла все решения о создании своего государства, как я сказал. А когда Советский Союз исчез, наша страна, значит, наш парламент принял Конституцию 12 марта 1992 года. И Конституция, значит, первая статья гласила, что это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Вот таким образом законно с точки зрения международного права, с точки зрения, значит, самого Советского Союза, наша страна была создана, Чеченская республика. Детали, которые там были, остальные можно рассказывать долго, но вот так вот была образована наша страна, наша республика. И дальше я скажу, что нынешняя Российская Федерация Россия, которая говорит, что вот они должны были выйти из России, мы их не выпускали, они не разрешали. Они и не должны были нам ничего разрешать, вот чтобы вы знали. Не эти республики, которые были в составе РСФСР автономными, они тоже не должны были никакие отчеты делать, они должны были только провести процедуру создания своих государств, декларации, провести выборы и избрать новую власть. Вот во всех остальных республиках, которые были ранее автономными в составе РСФСР, кроме Чеченской республики, никто из них не провел вот эти вот действия, а в Дагестане вообще даже декларацию не принимали, вот чтобы знали, так? И как только Советский Союз исчез, мы, значит, оказались вот в таком положении, и по принятию нашей Конституции, после этого на следующий день Грузия признала Чеченскую республику суверенным государством. И наша страна, парламент наш обратно признал Грузию. А Грузия уже была, значит, выйдя из Советского Союза, как союзная республика, она уже была членом Организации Объединенных Наций. Вот как все это происходило. А РСФСР еще существовал в тот момент, и начал он формироваться, эта страна, новая Российская Федерация, которую они добавили, что она еще и Россия, так? Они начали формировать и подписывать федеративный договор только 31 марта 1992 года. Обратите внимание, мы 12 марта 1992 года уже полностью завершили принятие нашей Конституции и признание нас, Грузии, нашего государства. Эта же страна начала формироваться только с 31 марта 1992 года. И формирование ее шло, процесс шел там год-полтора, и надо сказать, что подписание этого федеративного договора было незаконно. Почему оно было незаконно? Мы должны понимать, что с изменением статуса республики должна быть избрана новая власть. Вот когда автономная преобразовалась в союзную республику, надо было избрать новую власть, как вот Чеченская республика избрали.
А там не избирали в эти, там оставались, сидели те же коммунисты, которые были назначены еще в советское время в этих республиках главами. Вот после изменения статуса союзной стали они после, значит, исчезновения Советского Союза, они получили статус государств, и после этого даже они не провели никаких преобразований в этом плане, а решили вместе с Ельциным, коммунистом этим, вместе, и другие, которые коммунисты там сидели, между собой подписали незаконный этот федеративный договор и назвали эту страну Российская Федерация Россия. Вот как образовывалась вот эта вот страна Российской Федерации России и как наша Чеченская Республика была образована. Вот это надо было рассказать, чтобы знали наши люди. После этого в 1993 году в самой Российской Федерации, которая сейчас есть, так, там произошли снова, значит, разные события, которые привели к тому, что Верховный Совет РСФСР был расстрелян именно Ельцином, президентом Ельциным. А сам Ельцин до этого за его действия Конституционным судом РСФСР был отстранен от должности президента. И вот тогда, когда они, вот эти все процессы произошли с октября, ноябрь, декабрь шли тогда, в 1993 году, расстреляв этот Верховный Совет свой, они, значит, убрали вот это, даже этот суверенный, этот, то есть федеративный договор, и 12 декабря приняли конституцию, новую конституцию, которая была, значит, принята не парламентом, скажем, не конституционным собранием, не референдум, а путем опроса населения. А путем опроса населения, если принимать, это не имеет юридических последствий, все это. Поэтому принята и новая конституция тогда была принята полностью под Ельцина, под его диктаторство. Это были государственный переворот. И в эту конституцию Ельцин и его команда записали нашу Чеченскую Республику, которая была создана еще до создания Российской Федерации, и которая вышла из Советского Союза, они ее записывают в свою конституцию как часть России, свою конституцию. Это был нонс, это равносильно тому, чтобы они записали любую республику, так, с точки зрения права бывшего Советского Союза, или там другую, любую страну мира. Вот так, вот такое беззаконие сотворили они тогда в отношении нашего государства. И вот когда вот эти процессы вот так происходили, наша республика тогда, для того, чтобы мы не оказались под мощным информационным таким давлением, которое имеет Москва против нас и другое у них мощное это, мы тогда изменили название нашей страны 16 января 1994 года, изменили на Чеченская Республика Ичкерия. Вот так было изменено название нашего государства. Ну и после этого, когда вот это все случилось, Россия не переставала делать на нас разные нападки, значит, провокации, диверсии на территории нашей республики. И в конечном итоге она, значит, организовала крупномасштабную, полномасштабную военную акцию против нашего государства с 11 декабря 1994 года, в которой российская армия потерпела поражение, количество которого доходило до 460-80 тысяч. Это данные, которые давала сама Россия, их газеты, кстати, это из аргументов и фактов сказано. Вот такая вот ситуация сложилась тогда в то время, и мы вот должны это все знать. Вот этот момент очень важен
для всех вот тех, кто хочет это знать и распространять эту ситуацию. Поэтому мы решили вот так вот это изложить. Я думаю, что дальше я не буду говорить, а если будут вопросы по дальнейшему ходу или будут добавления, давайте поговорим. Спасибо вам. Баркал Аят, Дейрейсхуд. Аят, если суммировать коротко то, что ты сейчас сказал, получается, еще в 90-м году наш народ, наши патриоты провели необходимые юридические вот эти действия, что потом, после развала Советского Союза, который неожиданно произошел, стало таким подарком для нашего народа. И из 20 автономных республик, плюс 15 советские республики, их стало 35, 3 балтийские страны не были признаны Европой и Западом, и они автоматически отошли, сразу были признаны. А остальные оставшиеся, вот, ну, кроме нас, автономные республики, в принципе, Татарстан проявил, и больше никто не проявлял желания к суверенитету и независимости. И как оказались те республики, союзные республики, в Организации Объединенных Наций, и почему не оказалась Чеченская республика Ичкерия? Аят, можешь ответить на этот вопрос? Микрофон, легче. Ты сказал, Слан, что там Татарстан и потом еще Башкортостан был, которые приняли такие подобные резолюции о своем государстве. Но дело в том, что они потом взяли и подписали федеративный договор с этой Россией, так? А почему не было? Потому что наша республика, я же говорю, они захватили ситуацию таким образом, начали действовать. Там ситуация была очень сложная. Грузия нас признала. В остальные страны мира мы пытались, чтобы нас признали, но Россия всячески препятствовала признанию нашего государства. Везде она препятствовала. По всему миру они изображали какие-то там действия, которые происходили, сами организовывали на нашей территории разного рода теракты, там захваты, значит, поездов, захваты вертолетов, там еще такое, еще тогда они делали. И на весь мир, на нас они клеветали. И в этой ситуации, когда еще стоял вопрос о том, чтобы вот это ядерное оружие, которое было в разных республиках союзных бывших, да, там вопрос решался в Украине, в Казахстане, в Беларуси, где там они еще были, чтобы передать туда. И в этой ситуации наш вопрос никак остальным миром не рассматривался, и мы не могли этого добиться, потому что они считали, видимо, этот Запад считал, что развал Советского Союза это достаточно, и эти республики могли бы быть и в составе, допустим, какой-то большой республики. Мне приходилось быть в разных странах, так, европейских особенно много, и даже в Америке, где там эти американцы от власти держащих говорили, что Россия скоро станет демократической, и все, мол, поправится. То есть против нас шла вот такая вот атака, в которой говорили, что мы там сепаратисты, бандиты, что только не делали против нас, хотя наша страна, как я сказал, по всем этим нормативам была создана в соответствии с нормами международного права. И сейчас на Западе мы должны эту работу продолжать, доказывать или на свою сторону значит, агитировать людей и страны, чтобы они признавали нас, вот как Украина. И мы видим, что после того, как они напали на нас, так, после этого это не закончилось тем, что мы были одни такие плохие, допустим, чеченский народ. А они напали и на Грузию, они напали и на Украину, ну и остальное, Молдову, знаете. То есть вопрос был не в том, что были
виноват чеченский народ, как они говорят, а в том, что это возрождалась новая империя, которая вот так вот себя вела и ведет сегодня в мире, и она стала проблемой для всего остального мира. Наша задача сейчас сделать все для того, чтобы мы могли сейчас в такой ситуации свою, значит, обоснованность государства и работать над тем, чтобы наше государство признали. Мы работали над признанием нашего государства с Украиной, чтобы вот знали. Вот Алла здесь тоже с нами, она знает, сколько вот мы работали, она, наверное, скажет. Мы с мая 22 года с ними общались, с политиками Украины, сколько разных писем писали, обращений писали президентам, парламентам, не только Украину, но и других республик, значит, Польши написали также президентам, парламенту, конгрессу их, и тоже на их языке, Литвы. Потом мы обращались и, значит, с Эстонией, которая еще в 1994 году их парламент принял решение о том, что нам необходимо признать наше государство. Имея вот эти базовые правовые основания, мы должны действовать, несмотря ни на что. Вот такие были причины, и мы сейчас, находясь здесь на Западе, большое количество людей нашей диаспоры должны работать в этом направлении, именно в соответствии принятыми нашими решениями, нашим народом, декларацией и нашей Конституцией. И я уверен, если мы будем здесь работать в этом направлении, успех будет обязательно, потому что империя должна рухнуть. Вот так я думаю. Вот ответ на тебе. Баркалдери, есть ли у кого-нибудь вопросы? Или кто-то хочет сказать? Так. Алла, Муса, вам микрофоны включены. Вам слово. Анслов. Ахешо, Муса. Ассаламу алейкум. Александр. Работать в Европе надо обязательно. В общем. Единственное, что нас мало здесь, потому что все мы знаем, что каждый, в общем, своим заботам занимается. И, в общем, несколько этих распределений. Люди, в общем, разбиты. А главное то, что, в общем, чтобы работать одной, когда явно знают, явно факт что Конституция есть, Ичкерия была, и сейчас надо деоккупацию делать. Вот этот вопрос надо каждому думать, и все. Все. Баркалдери, Алла, может, вы хотите что-то сказать? Меня слышно? Да, сейчас слышно. Я хочу сделать небольшую поправку к выступлению Ахьяда, к первому выступлению, когда он сказал, что после того, когда Россия свою конституцию опубликовала в ноябре 1993 года, тогда якобы 12 марта мы изменили название, прибавили Чеченской республике слово Ичкерия. Но это было не 12 марта, а это было сразу после того, как Конституция России была опубликована, то есть в ноябре или декабре, в общем, в 93-м году. А потом уже в 94-м, там уже потом война началась. В общем, короче говоря, вот такая поправка небольшая. Я что-то, может быть, я ошибся, действительно, Алла. Я скажу, что в декабре 93 года они приняли закон, свою конституцию, и нас туда вписали. А мы 16 января 94 года изменили название своей конституции. Если я так сказал, как вы говорите, конечно, я был неправ, я ошибся, видимо, оговорился.
Алла, как вот, расскажите немножко о том, что мы вели работу по признанию нашей государства Украины, пожалуйста. Вы же это знаете, мы вместе работали с вами. Да, сейчас, конечно. Еще какую работу привели. Я обращалась лично к президенту Зеленскому, и это выступление показывали по телевидению. Вот. И мы с вами вместе благодарили за признание деоккупации Верховную Раду Украины. И много документов отправляли и в Польшу, и в Литву, и в Эстонию. Вот. И потом это парламент, это Верховная Рада Украины, потом приняли этот закон о признании деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Ахьят даже ездил в Польшу. Признание, да. Да, да, Ахьят даже ездил в Польшу, и там встречался с депутатами. Конечно, большую часть работы провел Ахьят. Мы все провели, особенно много провели работу эти украинские политики, они много делали. Помните, мы собирались сюда ехать, отправили наши документы, а они с тех пор так и не смогли нам это дать, значит, разрешение, чтобы мы выехали туда, чтобы на месте там работали. С этим, видимо, там происходят разные, значит, события, видимо, там еще власть не готова, чтобы дальнейшие шаги предпринимать по нашим взаимоотношениям. Вот о чем сейчас можно говорить. Вот, к примеру, я об этом хочу сказать еще. Да, я хочу добавить, я вчера, по-моему, читала о том, что президент Зеленский сделал обращение к тем украинцам, которые страны Запада приняли как беженцев, о том, чтобы средства, которые они им направляют, чтобы они отправили в Украину, чтобы эти украинские беженцы вернулись, чтобы эти средства распределял сам президент и Верховная Рада между теми, кто находится в Украине. Ну, конечно, это его обращение очень раскритиковали. Они сказали, что как можно вернуть эти деньги, которые потрачены на медицину, на образование, они уже все в ходу, и, короче, этих людей возвращать, это просто, ну, противозаконно. Вот такие дела идут сейчас. Да, это так и есть. Там много вот вопросов связанных, которые Залужного хотят, там они как бы, на него атака идет, вроде его хотят убрать. Говорят о разных российской агентуры во власти Украины. Это все нам известно. Говорят еще о том, что можно сменить или не сменить президента. В общем, вот такие вот идут, значит, процессы, которые тормозят или противодействуют, значит, тому, чтобы Украина могла победить Россию. То есть это российская вот эта вот пропаганда и российская агентура работает и в Украине очень достаточно сильно, она внедренная там. Так как мы знаем, что и у нас оно было, и в других местах было. Поэтому я скажу, что ситуация, конечно, непростая, но в любом случае мы должны понимать, что мы обязательно должны действовать сейчас в правовом поле. Наша задача здесь на Западе действовать для того, чтобы наше государство вот таким образом признанное и созданное, чтобы она была признана и другими государствами. А мы имеем эти возможности в случае объединения наших усилий, наших беженцев, наших граждан, которые находятся. А здесь происходит разное размежевание по принципу тому, как вот нам внедряется. Помните, когда мы были тогда в Чечне, в 94-м, 1-м, 2-м, этих годах, что делалось тогда? Даже наша власть, действующая власть, руководство парламента тогда подписала протокол о разграничении, и это протокол о вхождении в состав России. И вот эти вот
процедуры, вот эти столкновения у нас тогда получились. Помните, когда президент Дудаев вышел, объявил о том, что парламент, мол, приостанавливает он деятельность и распускает, а потом началось вот эти вот движения, когда мэрия там и Конституционный суд, все выступили, вот, мол, давайте сейчас вот президента уберем в парламенте, вопрос стоял. То есть это пропаганда, это российская агентура до сих пор находится во всех этих бывших советских республиках, так, и Совет Союза. И вот это их работа препятствует более успешному давлению, скажем, на украинских, которые делают агрессию против них, чтобы можно было их изгнать. Хотя остальной мир и помогает, как можно, что он делает, мы считаем это недостаточно, действительно недостаточно, надо более активно, я надеюсь, что будет это тоже активно, и Украина победит, и вместе с ними мы должны быть вместе. Вот такая ситуация, и тогда, вот когда мы, вот я говорю, создавали тогда все основы для нашего государства, создали его, то сегодня даже звучат некоторые вот такие вот голоса, я сегодня, мне звонили тоже, вот, говорили, вот вы не смогли создать свое государство во время Жохара Дудаева, потом вы не смогли создать свое государство во время Масхадова, и теперь вашего государства нет. Вот такие вот пропагандистские нам вот эти забросы делают даже некоторые представители некоторых народов из самой Российской Федерации России сегодня, которые борются за свою, скажем, независимость и хотят иметь свою, как говорится, страну. Вот многие республики этого желают, но когда вот эти вот вещи говорят, это неправильно, это нельзя говорить. То есть идет вот это стремление диктаторских режимов мира, вот в России, Китае и другие, противостояние с демократическими государствами. Поэтому я думаю, что мы должны конкретно понимать, что нам необходимо действовать здесь на Западе, находясь расширенно бороться за то, чтобы мы могли дальше работать на признание нашего государства. Должны быть митинги, конференции, шествия, и все это должно быть основано на основе нашей государственности, нашей конституции. А здесь у нас достаточно людей, которые агентуры разные или заблудших, которые ведут разную работу, пропаганду о том, что не нужна наша республика, что они придут там другое государство построить, как будто бы остальной мир им позволит это сделать. Я в самом начале сказал, что если создается твое государство, можешь создать его только при одном условии, при всех других положительных условиях, которые есть, если народ хочет, только при условии, если эта страна, в которой вы находитесь, власть этой страны позволит и согласуется, чтобы вы стали государством. Поэтому надо исходить. Никто новое государство не сможет создать. Ни у нас и ни в других, скажем, территориях. Этот принцип сегодня действует по всему миру. Вот даже было, помните, Испания пыталась несколько раз до Каталонии создать, референдум, все не дали, потому что Испания не согласилась. Но также и в других странах. Поэтому нам надо бороться, потому что это то, что у нас тогда было сделано, это был как бы, значит, дар свыше, Божий дар, вот понимаете? И мы его не использовать не имеем права. Мы должны над этим работать, и наши люди все должны это понимать. Только так, находясь на Западе, говоря о том, что было и как, действовать строго в рамках международного права и нашей Конституции декларации, мы можем эту работу вести и обязаны. А те, кто противится этому, с ними надо конкретно их разоблачать и выставлять, как говорится, как противника нашего государства и народа. Вот что я думаю. Без этого ничего не получится. Мы это должны понимать. Спасибо. Barkalder, Reshul.
Аллах, аят. Аят, расскажи вот о ситуации, которая тогда царила, если можно, чтобы представлять сегодняшнюю ситуацию с той ситуацией, когда мы все вчерашние бывшие советские граждане вышли из Советского Союза, и люди, которые работали там на КГБ, на ГРУ, там, они остались, мы их не репрессировали, некоторые занимали посты, некоторые вроде раскаялись, вроде были большими патриотами, ну, потом выяснилось, что это не так. Можешь об этих вещах чуть-чуть рассказать, потому что сегодня это очень актуально. Ну что рассказать это по теме 91 года, после того, как значит, развалили Советский Союз. После этого было несколько значит, агрессий России, когда осетино-ингушский конфликт, так называемый, был, да? И тогда российская армия вторглась на нашу территорию в 92 году. И наши люди тогда, значит, и наши военные поставили блок против этой армии, и она была, мы были готовы с ними сразиться, и эта армия потом была выведена. Это говорило о том, что это было признание нашего государства, этой России, потому что армия их была выведена назад. Потом в 92 году, в июле месяце, все российские войска, бывшие советские, были тоже выведены из нашей республики, и эти войска были выведены впервые вообще из любой там территории, впервые выведены были с нашей территории. Потом, скажем, после этого в 93 году была большая вот такая вот кампания, которая велась среди, значит, в нашей республике, этой агентуры российской, ну, скажем, кремлевской теперь можно говорить, которые тогда проводили разные такие встречи, людям рассказывали, что выходили в парламент, и даже наши депутаты, даже председатель нашего парламента, да, бывший первый, его первый заместитель, один из председателей комитета внешней связи, они дошли до того, что были в Москве, а потом вернулись в нашу республику и туда пригласили вице-президента Шахрая, Абдулатипов, который возглавлял один из крупных, скажем, отделов Верховного Совета РСФСР, и с ним еще депутаты, и там они подписали вот этот протокол о разграничении полномочий, о котором я говорил. И оттуда пошло вот это вот противодействие, поднялись вот эти вот мэрия, там Гантемировская, потом разные другие деятели, Конституционный суд, они поднимали вопрос о необходимости провести референдум, так, и переизбрание там новой власти, то есть власть, которая была избрана нашим народом, что это не закон новой власти. И вот такое происходило, и о том, что мы в составе России тоже, они разные вопросы поднимали тогда. И эти столкновения закончились тем, что эта вся команда, которая собралась на театральной, так называемой, площади, она бежала. Она до этого дошла до того, что расстреляла, убила наших людей. Там Жалауди убила, Ису Арсемекова, племянника Жахар Дудаева убила, Шамиля, там, когда мимо проходили, просто стрелять начали. И тогда, когда наши вызвали туда наши отряды, скажем, или военные войска, и пригнали там 2-3 танка, поставили на площадь, и они ночью там гудели, эти танки, ну, шум у них такой. Так вот, от них один только след остался, они бежали. Они разбежались, и кто куда, кто в Польше, кто где другие страны, и начали представляться, что они представители нашей республики, там вели снова агентуру, работу против нас. И эта работа оказалась вот такой против нас, и она вот до сих пор эта работа идет. Вот, понимаете?
Мы боремся против этого. А говорить конкретно можно о тех делах, которые в 1994 году в ходе войны были переговоры. Помните, когда Шамиль Басаев в июне месяце пошел на Буденновск, там стремился в Москву пойти, но там был остановлен, и там он, значит, разговаривает на переговорах с этим премьер-министром Черномырдин, они вернулись назад, и были переговоры. На этих переговорах даже Россия через свою агентуру, которая даже проникла в нашу делегацию, пытались, значит, создать переговорный процесс таким образом. Не Чеченская республика Ичкерия и Российская Федерация, а Чеченская республика Ичкерия, Российская Федерация и Чеченская республика Завгаевская, бывшая. То есть как будто бы Россия пришла туда, убив уже 100 тысяч человек, пришла туда как бы, значит, решать проблему установления мира, что это, оказывается, внутренняя чеченская проблема. Поэтому они называют это чеченская война, как будто мы сами воевали там. И там даже были подписаны некоторые протоколы вот под воздействием вот этих агентуры, которые были во вред нам. То есть это борьба не только военная, это борьба и политическая, и скажем, правовая. Вот тогда что было, детали можно еще больше рассказывать, так? Ну вот, если будут вопросы, пожалуйста. Вот и все. Баркал Ая Дересхоль, да, и идеологическая борьба. И она Да. идет, продолжается. Ая, тогда еще один вопрос. Сейчас я другим дам слово. Хотел задать. Тогда по-другому задам вопрос. Чем и как отличается ситуация начала становления нашего государства и сегодня, вот сегодняшний день, когда наша страна оккупирована, у нас есть все правовые основания, как и в начале, которые мы тогда собирали. И вот ты видишь какие параллели или отличия от агентуры, Но что России? было, Мгм. отличается тем, что тогда, когда вот мы тогда вот эти события были, о которых мы говорим, тогда мы не знали, даже не думали, что среди нас появятся какие-то предатели, открытые или, значит, скрытые. Сегодня мы видим, что и тогда мы были в этом смысле как-то, значит, ну, не верили и допускали того, чтобы они это, Москва могла вот эти все провокации нам устраивать, так? Но с точки зрения международного права, тогда было все сделано очень четко и ясно, как говорил наш первый президент, что комар носом не подточит. Все документы приняты, все решения, все было сделано правильно. Вот это был первый, значит, общенациональный съезд чеченского народа, он был в 3 этапа. Это он был 23 по 25 ноября, потом второй этап был 8 по 9 июня 1991 года, и третий этап был с 1-2 сентября 1991 года, когда верховная власть ЧССР сложила свои полномочия, и Конгресс общенационального чеченского народа принял на себя власть и организовал выборы власти в нашей стране, привлекая бывших депутатов Верховного Совета ЧССР, бывших депутатов Верховного Совета РСФСР и Совет Союза. Они готовили документы, все, но за этим строго следил общенациональный конгресс чеченского народа, и были проведены по праву выборы. И эти выборы, за этим выборы где-то около 30 государств прибыли наблюдатели, и они одобрили эти, что они законно, значит, прошли. Вот что было тогда. Сейчас после этого прошло, изменения были после вот того, когда мы в 96 году в августе месяце уже окончательно, значит, российская армия тогда потерпела поражение на нашей территории, и были, значит, проведены соглашения, были подписаны по, значит, выводу российских войск с нашей территории.
и они были выведены. После этого, значит, мы провели выборы, очень важный момент. И притом эти выборы мы провели на основе нашей Конституции и наших законов Чеченской Республики Ичкерия. И при наблюдении миссии ОБСЕ 57 государств западных, европейских, американских государств входят в эту миссию. Их миссия наблюдала и патронировала выборы эти. И они тоже приняли решение, что наша страна и выборы очередные проведены строго в рамках международного права. Это решение тоже у нас есть. А так наблюдателей было до 200, скажем, представителей государств наблюдали за тем выбором. То есть люди видели, страны видели, что мы провели нормальные, достойного внимания выборы, и наш народ по его конкретным желаниям все это было создано, и победы, поэтому пришли к нам тогда, и выборы мы сделали. Сейчас, после того, как даже Россия сама признала, Ельцин прислал специальное поздравление на имя Масхадова, президента. Вот было тогда, но несмотря на это, ставя свои целью единственную по воссозданию империи, потому что когда они разваливали СССР, они говорили разойтись, чтобы затем сойтись. Они продолжали вот эту вот акцию, по созданию империи, они продолжают. После того, как оккупировали нашу страну, они ее продолжают. Видите, они напали на другие страны, и сегодня мы видим, что весь мир видит, что этот Кремль нынешний, он виноват во всем том, что он творил против нас. И мы должны на этой основе не давать дальше себя, значит, попытаться, чтобы нас извращала нашу ситуацию, это Россия сегодня против нас. Ведь они же что творят? Что они посадили там марионеток, так, и гнобят людей не только в Чечне, по примеру Чечни, по всей самой России тоже это происходит. Вот разница в этом, что тогда мы были первыми, и нам было как бы, значит, тяжело, а сейчас уже мир видит, что это Россия не только против нас, Грузия и другие страны, теперь весь мир подключился и пытается, как бы, значит, мир, я не скажу, но западный мир, демократические страны пытаются бороться с этим. И обозначился вот этот момент противостояния между диктаторскими режимами мира основной и демократическим. Вот что вылилось то, что было тогда. Тогда думали, что мы во всем неправы, на нас эти ярлыки вешали. Сейчас мы могли бы, объединившись, вот мы сейчас об этом делаем, объединившись на этой платформе, которая у нас есть, зная, что у нас есть легитимная власть в виде президиума, правительства, единственное. Все остальные эти разговоры убрав, на этой основе Конституции и декларации действуют. Все те люди, которые прибыли сюда и называют себя властью, или которые отошли от нас, не могут быть, значит, представители нашего народа, хотя они себя и называют. И мы призываем и остальные люди, остальные представители других народов разобраться в этом вопросе, потому что если вы к этому стремитесь, то и вам все это надо будет в будущем. Посмотрите на опыте, который был у нас, что делать и как дальше идти. Вот и все. Баркал, Аслан, можно мне добавить? Да, пожалуйста. Так, я хочу добавить к словам Ахьяда об агентуре и о том, что происходит сейчас. Ну, в общем, один из ярких примеров агентуры – это Рамзан Ампукаев, который один из первых возглавил митинг профсоюзов на Театральной площади. Им организован был этот митинг. Вот. Но потом, как вы знаете, там получилось даже убийство Симикова, Шемеля, это племянника Джахара Тутаева. Но об этом Ахьяд говорил. Но после этого, когда наш народ
объединился, началась война после нашей победы в 1995 году. Это Рамзан Апукаев оказался в Польше и сам себя назначил представителем Польской Республики. И якобы работает уже на наше правительство. Понимаете, туда даже приезжал вот наш зять Мовсут Дудаев, который Джахаров назначил, чтобы он заменил этого Рамзана Апукаева. Он с ним встречался, он говорит, показал мне огромную книгу записей гостей, которых принимала. Это представительство его, как он там хорошо работает, много сделает и так далее. Но все-таки в конце концов его сняли. Но после всего этого он оказался в Бельгии. И в Бельгии прожил несколько лет и стал сторонником Закаева и поддерживал Закаева. Это тоже несколько лет. Вот. А после всей этой его поддержки сейчас он уже работает с Кадыровым уже давно. То есть видите, как мимикрирует эта агентура. Это на живом примере этого Рамзана Апукаева. Вот. А что? Что-то уже не помню, что-то еще хотела сказать. Когда в самом начале Жахара просили опубликовать список КГБ, потому что к нам в руки попали эти списки, это было 2 портфеля, по-моему, с этими списками. И хотели, чтобы опубликовали. Джахар посмотрел, взялся за голову. Он говорит, вся элита нашей республики, вот все, которые имеют звание народных, там артисты народные, там еще какие-то, они все входили в состав этой агентуры. И он говорит, если объявить эти фамилии, это целые роды, получается, опозоренных людей, потому что они все являются родственниками. А родственников, как вы знаете, в Чечне много. И говорит, это приведет к тому, что в республике начнется хаос, то есть люди будут обвинять друг друга, даже убивать эту агентуру. И будет именно тот внутренний конфликт, о котором мечтает Россия, Кремль мечтает. И поэтому он выступил и сказал, я сжег все эти списки, я хочу, чтобы наш народ начал жить с чистого лица. Мы прощаем то, что было раньше. Сейчас мы объявили о независимости, и все начнут прокладывать дорогу в свободу к светлому будущему. И он думал, он был уверен, что если ты настоящий чеченец, то ты должен стараться ради блага народа, а не служить Кремлю. Но, к сожалению, то, что произошло, мы видим. Агентура сейчас работает, как раньше. И сейчас Кадыров, конечно. Вот, но время работает на нас. Да, совершенно верно, Алла. Спасибо. Спасибо за это важное дополнение. Так, кто-то поднимал руку. Если есть вопросы. Иса, это, по-моему, ты поднимал руку. Нет? Да. Вистфалуа. Ассаламу алейкум. Ближе Хриша. В данный момент происходит очень тяжелый момент. Он связан с тем, что мы на одной платформе с Украиной, с новым мышлением и историческим штампом. Прошло 24 года где-то уже после активной фазы войны. Война продолжается. Она пока в таком состоянии, что мы должны сейчас людям объяснить, что за что воевать. Хотя и без нас уже видно то, что происходит сейчас. Так получилось, что все, что было до этого написано в истории, оно полуправда.
ввиду этого у нас получается следующее, что люди, которые считают себя, что они могут понять Россию и не обязательно понимать нас, вот для них конкретно полностью Восточная Европа, Северный Кавказ, всего-навсего это где-то есть информация где-то на пол-листа, но с доказательствами. Это же совершенно другой взгляд на историю, на этот мир, так, как он есть, а не так, как нам его там, эти демагоги нам рассказывают, как вы сейчас сказали, что в школах появился новый гимн Шаманова, все будут петь «Я русский», песню будут петь в школах. И 6 северокавказских республик дали согласие, Кадыров первый. Ингушетия отказалась петь эту песню. Так вот, сейчас самое главное, что... Это очень важный вопрос. Помните, когда сказал этот Бжезинский, он сказал, что в 20 веке чеченцы занимают 3-е место среди наиболее истребляемых народов после евреев и цыган. Так вот, я сейчас зачитаю вот примерно вот конкретные цифры, не мои. Это вся и Восточная Европа эти цифры дает. Только неправильный взгляд, откуда происходит все это. Нам это необходимо, потому что мы продолжим эту борьбу, но совершенно на других рельсах. Наша правда, вот наша легитимность – это одна рельса. Вторая легитимность, вот вторая рельса – это правильный взгляд на историю и на события, которые происходят. Вот теперь представьте себе ситуацию. Все происходит после Второй мировой войны. А чем она закончилась? Я просто 5 минут только, подождите, все. Я зачитаю. Какие преступления против человечества были совершены во Второй мировой войне? Преступления против человечества. Номер 1. Члены Ингушской ССР, советско-чекистские войска НКВД КГБ СССР Сталина в период депортации чеченцев, ингушей и после убили 71%, 570 032 чеченца и ингуша в СССР. Второе. Евреи Израиля, нацистская Германия, Гитлера, коалиции убили 33%, 5,5 миллионов евреев. Номер 3. В Украине советско-германский фашизм, армии и спецслужб с 1 сентября 1939 по 22 июня 1941 года с гитлеровской Германией, с коалицией, а с 6 июня 1944 года сталинский СССР и союзник антигитлеровской коалиции убили 34%, 14 миллионов граждан Украинской ССР от 40 миллионов. Четвертое. В Польше советско-германский фашизм, армии и спецслужб, гитлеровской коалиции и сталинской СССР убили 24,6%, 5,9 миллионов, 5,900 тысяч граждан Польши. В Белоруссии советско-германский фашизм, армии и спецслужб, гитлеровской Германии с коалицией и сталинской СССР, указывают цифры, союзник антигитлеровской коалиции убил 24%, от 6,3 миллиона белорусов. Номер 6. Германия. Советско-германский фашизм убил 16,5%, что составляет 13 миллионов граждан Германии. В СССР. Номер 7. Советско-германский фашизм, гитлеровской Германии, сталинской СССР убил 15,6%, 26,6 миллионов граждан СССР. Это не немцы убивали. Это Гитлер и Сталин убивали. Теперь что? Даже Китай к концу 1941 года японцы убили 15,5%, 35 миллионов граждан от 250 миллионов оккупированной территории. И выясняется такая история. Неправильно история написана. Потому что после 1946 года, когда произошел Нюрнбергский процесс, так же, как сегодня в России, никто не затронул вопрос депортации северокавказских народов. Около 950 тысяч немцев было депортировано. А как депортировались?
Это изнасилование, убийство, это полностью конфискация имущества, земли, трудодни, все что угодно. Убийство, голодная смерть. В 94 году зимой Берия пишет, надо накормить людей, они умирают с голода. Ответ: нет для чеченцев продовольствия. Документы все есть у меня. Я пишу целую книгу по этому вопросу. Так вот, самое важное, что если наши слушатели, наши союзники, в данном случае Украина, она посмотрит по-другому на это все, по-другому, не как мы сейчас смотрим. Нам пишут там Великая Отечественная война. Ни хрена не Великая Отечественная война. Эта война была диктаторов Сталина и Гитлера против всего человечества. И, пардон, мы пострадали от этих козлов. И сейчас, в данный момент, мы имеем право спрашивать по-другому. И вот именно в данном контексте, как в тексте, если мы сейчас перевернем это мышление, которое сейчас, это плебейское мышление, которое сейчас в Европе сейчас пытается навязать, потом в России оно всегда было. Так вот, надо исправлять, изменять их, потому что они считают, что Сталин спас человечество. После того, что своровал технологию в США производства атомной бомбы. Все, вот вся история закончилась. Сегодня вот Украина нам дала руку протянула, сказала: давайте вместе. А мы так же, как и они, в 3 поколениях. В 3 поколениях нас убивали. Я рожденный в депортации. У меня поколение целое, вот старшие, все в депортации родились. Мы приехали. Куда мы приехали? Нас встретили как надо. Короче, снимай квартиру, короче, зарабатывай и так далее. В общем, самое важное, что хотел сказать в конце, это платформа, которая сейчас есть возможность высказаться от души, если. Надо просто взять с украинцами, вот так взять конкретно, упереться и сказать: давай, вы сказали, что будете помогать нам, ваше право есть, не только вы, мы и вы тоже, мы вместе подаем, вот отдельно есть текст, это проект «Матрица деоккупации». Мы подаем за 3 поколения, от Сталина до сегодняшних 2 войн. Вы подаете от того, что вас уничтожили во Вторую мировую войну, по сегодняшний день. Тогда они будут смотреть по-другому на это, и тогда ООН воспримет, что это не шутки. Перевернуть мышление и сказать, что все, что произошло, Белоруссия, Россия, Германия, что там произошло, так это произошло победа одного диктатора над другим. А мы здесь при чем? Народ здесь при чем? Немцы очистились от этого, а Россия полностью по уши в это влезла. Александр, скажи, пожалуйста, а что делать нам сейчас в этой ситуации? Все, что ты рассказал, очень интересно. Ну скажи, что сейчас в нашу ситуацию нынешнюю, что мы здесь делать должны на Западе? Вот об этом, как, что мнение скажи тоже. Как раз сейчас готовится предложение к Украине, где платформа Ахят именно легитимная от вас, именно документ, который вы посмотрите, изучите, будет предложен Украине для того, чтобы, учитывая конкретные цифры, которые есть институт, например, Украинский институт, несколько институтов выдали цифры. Они не подлежат сомнению. Самое важное из этого всего, я хотел что сказать. Самое важное, вот сейчас люди задают вопросы, а у нас есть ответы. У нас, кроме того, что мы правы, нам еще надо доказать, что они преступники. Когда нас убивали в 2 русско-чеченских войнах, они не преступники. Потому что они проглотили это. То, что у нас произошло при Сталине, я хочу объединить эти 3 поколения и показать человечеству всему через ООН, именно в ООН, чтобы они там подняли вопрос о возбуждении Нюрнбергского процесса номер 2 вместе с Польшей. Ты хочешь сказать вот о том, что я говорил, не досказал, что нам необходимо, чтобы мы на Западе работали по признанию нашего государства, незаконной ее оккупации, так, и рассмотрение этого вопроса в новом международном трибунале. Этот вопрос рассматривался, когда мы были в Европарламенте, там приняли решение, в котором об этом все сказано,
И этот вопрос должен вот как-то, значит, подниматься и дальше. Я думаю, об этом ты говоришь, Муса. Вот, то есть, Да, Иса. да. Ахмед, Вот помнишь, это, да, ты сказал, помнишь, сделать так, чтобы доступно было то, что ты пишешь. Вот да. я сейчас заканчиваю эту тему. Тогда вот, Хорошо, хорошо, хорошо. спасибо, немного эмоционально. Мне Баркалшина, можно спасибо. добавить к выступлению Исы Ахмадова. Я считаю, что нужно обязательно в этот документ ставить добавление о том, что в свое время Сталин, м, когда узнал о том, что в царское время Украина, значит, отсылала по миллиарду пудов пшеницы, он в один из урожайных годов, вот я не помню в каком году, кажется, 33-м, 32-м, он, значит, тоже отправил за границу миллиард пудов украинской пшеницы и искусственно организовал голодомор. Сейчас русские отрицают этот голодомор, Кремль отрицает. Это главный вопрос споров с украинцами, но в действительности даже колосок пшеницы нельзя было собрать в поле, потому что НКВД охраняли эти поля от пшеницы. И из амбара все было выметено, а потом люди лежали на дорогах и умирали, украинцы. Вот об этом голодоморе надо обязательно упомянуть. Конечно, конечно. Но здесь только вопрос, что за украинцев нам писать не надо. Они с удовольствием напишут за себя и докажут этого. А вместе с ними у нас получается... Мы должны их поддержать, как и они нас. Вот что. А ты сам про Да, это им это может быть интересно, потому что они не могут, они лицо свое не могут показать Европе в том, как они хотят его. Они смелые, они решительные, но они же были советскими. А если были, они, оказывается, пострадали и от Гитлера, и от Сталина, а сейчас от Путина. Круг замкнулся. Нюрнбергский процесс 2 есть. Это касается всех народов бывшего Союза, кстати. То вот так вот. Да. Власть там стала отдельным государством, которое, значит, диктует этим народам, чтобы ее содержало. Вот это что дело. И они еще другие страны хотят народа захватить. Да. И я хочу добавить, что если у чеченцев, кавказских народов была депортация и убийство народа, искусственное убийство, организованное Да. Кремлем, то в Украине это был голодомор, который сейчас усиленно скрывается Кремлем. И я когда об этом писала, мне очень много украинцев выражали благодарность, что я об этом вспомнила и не забыла. Да, да, да. Я хочу сказать то, что сейчас в Украине. Знаете, вчера, по-моему, я смотрела видео о том, как беспилотники и картонные дроны взрывают в Псковской области эти склады с оружием. Самолеты уничтожил, несколько самолетов. Потом еще в нескольких областях, по-моему, Орловской, еще в какой-то. Ну, люди смотрят в окна, удивляются. Это происходило ночью. Удивляются, как склады горят, русские. Даже вроде Московская область что-то. Ну, в общем, Украина это не только народ, который собрал все свои силы и отражает эту российскую агрессию. И умирают такие молодые, красивые украинцы, глядя на фотографии которых соболезнуешь и просто хочется плакать, так жаль их. Лучшие мужчины Украины сейчас на войне отражают агрессию. Ну вот по-моему, небольшой, нет, большого возраста парень, где-то 17, придумал эти картонные дроны и тоже уничтожает. Так же, как в свое время много изобретателей было и в Ичкерии, когда она отражала российскую агрессию, появлялись люди-изобретатели, которые, я помню, гранатомет ставили на жесть, который держал на спине один из самых сильных
чеченцев и стреляли по позициям русских. Еще были придуманы, сейчас уже не помню какие, в общем, изобретения. Ну, то есть весь народ принимает участие в отражении агрессии российской. Это очень радует. Конечно, Украина обязательно победит. И развал России уже не за горами. Еще там и Китай, с которому Путин Сибирь продал, Байкал. Даже озер, где-то 28 озер на Алтае проданы Китаю. То есть мы будем свидетелями развала России. И это очень вдохновляет всех нас. Могу я немножечко добавить немножечко, можно? Да, если добавь, пожалуйста. Когда я говорю преступление, его надо расшифровать. Я прошу вас, чтобы вы выслушали несколько предложений и сказали, если вопросы есть, ответил на вопрос или нет. Преступление против человечества. Умышленное убийство государством-оккупантом антиколониальной части граждан оккупированного государства, равное и превышающее погибших во Второй мировой войне. В процентах 12,5% от 80 миллионов воевавших во Второй мировой войне. В количестве 246 тысяч граждан Японии, погибших от бомбардировок США, союзников гитлеровской Германии. Вы понимаете, одна фраза, равная и превышающая погибших во Второй мировой войне. Самое страшное, что там было, это было ядерные военные взрывы в Хиросиме и Нагасаки. И самое страшное, сколько человек погибло в процентах. Почему я говорю о процентах? Когда убивают нас, мы считаем в количестве. Когда убивают нас и считают, они пишут нас в процентах. Так вот, в процентах мы и пишем, что мы в процентах погибаем. 12,5%. Если скажете что-то не так, мне кажется, что окончательная формировка преступления. Баркал, Я с вами абсолютно согласна. Я с вами абсолютно согласна, Иса. Где-то в царское время, я помню, что всего оставалось чеченцев 160 тысяч от миллиона. А во время этих войн тоже у нас было около миллиона граждан, а после 2 войн русско-чеченских осталось где-то 300 тысяч приблизительно. Конечно, это получается гибель где-то 70% населения. Это гораздо больше, чем когда гибнет 30% 40 миллионов народа или так далее. В общем, по сравнению в пропорциях и процентах, народ чеченский гораздо больше имеет тех пассионариев, которые гибнут, отдавая свои жизни в борьбе с несправедливостью. Спасибо вам, Иса, что вы обратили на это внимание. Да, хорошо сказано. Ну что, Аслан, будем заканчивать, если больше нет желающих. То как? Да, давай, почти полтора часа мы в эфире, можно заканчивать. Если желающих нет. Желающих кто-нибудь высказаться? Желающих нет. Тогда я, как обычно, размещу это видео у себя на YouTube-канале и просьба всем распространять максимально. Потихонечку аудитория увеличивается, люди чаще смотрят, задают вопросы, пишут личку. И давайте вместе принимать во всем этом участие. Всем слушателям говорю. Так, вот я доезжусь, на этом я тогда заканчиваю. Давайте, если нет. Спасибо. Нет больше вопросов, тогда завершим. Давайте. Да, Баркал, ДРС, всем спикерам. Спасибо большое за участие. В субботу на чеченском языке у нас будет снова в 20 часов по европейскому времени.
на чеченском и во вторник на русском языке. Мы вас ждем. Ссылка та же самая в любое время. В это время, когда захотите, пожалуйста, заходите. Всего самого хорошего. Адикюэль, Маш, Оль. Спасибо и нашему ведущему. Аслану Спасибо. Алсу.